В этом году данный ивент проводит уже 8-й раз. Конкурс проходит в несколько этапов, включая кастинг, интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, а завершается все финальным концертом. Самый первый шаг для начала конкурса стал двухдневный кастинг. Я провожу дефиле первый раз, но сама иногда учила детей и так далее. Уже есть такой опыт преподавания, а так такой для старших, взрослых людей нет. Но на самом деле, думаю, у меня получилось. Все девочки сначала не чувствовали себя уверенности. Это было очень сильно заметно. Потом уже поняли, как тут работает, какая схема идет по дефиле. Они уже начали раскрываться, показывать себя. Мне очень понравилось, что уже какой-то прогресс идет. И девочки сами по себе хочется в них еще чуть-чуть уверенности, мне кажется, будет супер. Они для них это как первый опыт просто дефиле при походке, потому что мне они спрашивали, что делать с каблуками, они высокие, они натирают, что мне делать, они сползают, потому что я в капронках и так далее. Много вопросов было, но все, мне кажется, справились, они все молодцы, придумали, там еще движение групповое было, очень было классно смотреть за ними, так что да. На кастинге, который собрал около 30 участниц, девушки представляют визитные карточки, демонстрируют проходку и танцевальные номера. В этом году разнообразие национальностей впечатляет, а также прошел мастер-класс по дефиле и постановке танцев. Так, я узнала конкурс по объявлению. Также у меня подруги говорили, что есть Мисс Азия, и я тоже захотела поучаствовать. Я занимаюсь танцами уже более 11 лет. Также я играю в волейбол, теннис, баскетбол, всеми видами спорта, можно так сказать. Ой, кастинг, это было незабываемо. Мне очень понравилось, особенно когда мы учили танец. Это было просто шикарно. Я ожидаю, что я пройду отбор, и все будет нормально. Я хочу получить от конкурса много интересного, чему-то научиться. И я думаю, что Мисс Азия мне это даст. Так стартовал главный конкурс красоты и таланта во Владивостоке. Участницам предстоит преодолеть множество испытаний и доказать, что они достойны звания «Мисс Азия». Конкурс красоты в этом году привлекает участниц самых разных национальностей. Перед финалом девушки пройдут через множество испытаний. Помимо обязательных этапов, девушки будут посещать тренинги и мастер-классы по саморазвитию. Для многих студентов, выступающих в роли организаторов, это первый опыт работы над столь масштабным проектом. Вообще я первый год, получается, стою в организации БСО «Ленсек». И, получается, первый раз пробую себя в роли организатора на таких мероприятиях. Мне действительно очень нравится. Все очень круто. Много опытных ребят, которые поддерживают, с которыми весело. В общем, процесс протекает довольно гладко. Я считаю, что именно в данном мероприятии содружество действительно нужно, потому что разные организации смотрят на это мероприятие по-разному. И то есть каждый привносит свое, и получается действительно хороший проект. Интеллектуальный этап конкурса стал одним из ключевых. Участницам предстояло ответить на вопросы в формате интервью, а также сыграть в интеллектуальную игру, которая включала несколько категорий по 9 вопросов, что позволило выявить не только их знания, но и умение четко формулировать мысли. По результатам этого этапа одна из участниц будет удостоена титула «Мисс Эрудиция». Для иностранных участниц вся информация синхронно переводилась и была оказана помощь из зала. Начну с того, что интеллектуальный этап – это одно из мероприятий в рамках проекта «Мисс Азия ДВФУ». И хотелось бы сразу отметить то, что в этом году мы решили его сделать максимально открытым, чтобы каждый наш гость, зритель мог сам посмотреть, узнать девочек получше. Вот в чем заключается сам этап. Мы будем смотреть, проверять, как девочки формулируют свои мысли, узнать их мировоззрение и, получается, просто проверить их логику, эрудицию и знания в разных областях. Каждая участница ощущает трепет, волнение на протяжении всего пути от кастинга до финала. Это уникальная возможность не только проявить себя, но и завести новые знакомства, раскрыть потенциал и получить множество незабываемых эмоций. Впереди еще спортивные этапы, творческие мастер-классы, которые обещают стать яркой частью конкурса. Вообще впечатления были ожидания про этот интеллектуальный этап.
Я очень волновалась, на самом деле. Я думала, что вопросы будут очень тяжелыми в плане школьных вопросов, потому что, зная меня, я ничего не помню с школьных вопросов. Но достаточно оказалось все очень интересным, и некоторые вопросы прям иногда очень прям интересные были. Я смотрела, думала, ого, и когда ответы появлялись, я еще думала, ничего себе. Поэтому, да, мне еще очень понравились вопросы про моду и про спорт. Я очень люблю моду, очень люблю спорт, поэтому было очень интересно. Сегодня на мастер-классах участницы конкурса «Красоты и таланта» подготовили множество интересных занятий. Каждая участница постаралась внести в свой мастер-класс что-то родное от своей культуры. Гости отмечают, что прямо здесь, на площадке, очень интересно наблюдать за взаимодействием нескольких национальностей. На Мисс Азии 2025 собрались участницы самых разных национальностей из Монголии, Южной Кореи, Китая, Республики Саха-Якутия, Республики Бурятия. Каждая участница подготовила свое творческое занятие через соединение родной культуры и личных увлечений. По программе мероприятий запланированы помимо мастер-классов концертная программа и розыгрыш от спонсоров для гостей мероприятия. Сначала у нас, получается, идут мастер-классы. У нас мастер-классы идут участницы с Монголии, с самой России, с Якутии, с Бурятии. Также есть участницы с Кореи, с Китая. У нас еще должен быть сторонний номер в виде дуэта. Вот. У нас в конце мероприятия ожидается розыгрыш, который будет проводиться для всех. Каждый, скажем, зритель может повысить свои шансы, пройдя мастер-классы, а также ответив на вопросы в квизе. Квиз будет у нас состоять из категорий по национальностям. Вот. На площадке открылись 9 станций, предлагающих мастер-классы самых разнообразных форматов. Участницы мероприятия обучали гостей искусству рукоделия, проводили национальные игры и организовывали обучающие сессии. Каждый посетитель мог попробовать свои силы в каждом мастер-классе, увеличивая свои шансы на получение призов от спонсоров конкурса. Конкурсантки отмечают, что гости в восторге и с большим интересом выполняют предложенные задания. На мастер-классе сегодня мы делаем косоплетки. Это национальное, традиционное украшение якутское. Вообще создано было для того, чтобы заплетать в косичку якутским женщинам. И как бы вот эти вот колокольчики на конечке, они отгоняют злых духов. Также считалось, что распущенные волосы, в то время все носили, получается, косички, заплетали, одну, две. И косоплетка была также нужна для того, чтобы коса была более плотной. А распущенные волосы считалось, что они притягивают негатив. Вот. Вот и состоялся спортивный этап конкурса «Красоты и таланты». Это ключевой момент подготовки к финалу, который определит имена победителей по разным номинациям. На каждом этапе подготовки к конкурсу каждой участнице зачисляются баллы, что потом может повлиять на выбор победительницы. В этот раз спортивный этап прошел в формате занятия пилатесом. Это специальный вид занятий, направленный на восстановление и укрепление мышц тела и работа с осанкой. Пилатес – это тонкая такая методика, метод контрологии, который заключается в работе тела, во взаимодействии так его с разумом, скажем. Когда мы работаем, не опираясь только на физическую активность, физическую нагрузку, а работаем во время выполнения упражнений с нашим мозгом напрямую, с ощущением тела в пространстве и себя, с отстраиванием тела. У нас есть 9 принципов, на котором в целом методика строится. Это очень полезно для организма, для любого абсолютно, потому что метод вообще сам был придуман для восстановления, для реабилитации людей. И сейчас многие им как раз-таки пользуются просто для того, чтобы работать с осанкой, работать со своими мышцами и укреплением всего тела. На занятии был подготовлен урок для начинающих на специальном оборудовании «Реформер». Каждый год организаторы стараются сделать этапы конкурса более интересными и полезными, меняя спортивные направления. На первый взгляд пилатес кажется простым, но участницы отмечают, что это далеко не так легко. Мне очень понравилось, тренер очень хорошая, она дала нам упражнения на пилатесе, мы делали разные упражнения, и приседания, и лежа. Она рассказала, что вообще за пилатес, какие там инструменты, как ими пользоваться. Было очень интересно. Для меня это впервые. Сначала я напряглась, но под конец мы уже, когда делали вдох-выдох,
я расслабилась полностью. То есть уже такое облегчение стало, будто камень с души упал. Конечно, спорт — это важно, надо поддерживать свое здоровье, не забывать о нем, чувствовать себя всегда прекрасно. По мере приближения финала конкурса в городе остается всего несколько дней. На заключительном концерте мы сможем увидеть результаты усилий и труд участниц. Вот и настал тот самый день финального концерта. Подготовку к самому концерту ребята начали с самого начала года. Каждая неделя была полна событиями, начиная от набора организаторов, подготовки к первому кастингу до генеральных репетиций. А также была проведена большая работа со спонсорами мероприятий, творческими номерами и составлением целой программы. Каждый год знаменателен тем, что меняется концепт. Мы обновили вообще сам идею проекта, мы добавили благотворительную акцию. Также мы в этом году старались публично рассказывать о всех номинациях. У нас прошел интеллектуальный этап, где мы выясняли мисс эрудицию, мисс фитнес, и также все зрительские голосования проходили заранее, а также и на концерте. Во время концерта участниц поддерживали их близкие друзья и родители. Ребята хорошенько подготовились, рисовали плакаты и надели командную атрибутику для поддержки. Помимо этого, прямо на концерте гостям провели интернет-розыгрыш призов от спонсоров, а также интернет-голосование за номинацию «Мисс зрительских симпатий». По словам Аяны, каждый организатор вложил в это мероприятие свою душу. Мы, организаторы, очень волновались над концертом, как он пройдет, в итоге, каким он получится. Мы воистину очень старались для того, чтобы никаких провалов, обломов не было. И я считаю, что концерт у нас получился просто шикарный. И я очень рад этому событию, что все закончилось, и могу вздохнуть с полной грудью. Ну, самые сложные для меня были, конечно же, репетиции на этой сцене, потому что на самом деле это очень сложно наблюдать, курировать абсолютно всех, включая волонтеров, самих участниц, других организаторов и их подтанцовок, сторонних номеров. Вот. По итогам двухэтапного кастинга из более 50 человек в проект попали 9 девушек. Каждая участница представляла свою малую родину. Каждая участница во время своего проекта проходила различного рода испытания. По итогам всех этапов выиграла участница из Южной Кореи Юн Мира. Если честно, я не ожидала, что займу Мисс Азию, и просто наслаждалась как-то концертом. Может быть, на тренировках я не так была хороша, но сейчас я прям просто вообще на концерте кайфовала, танцевала, просто радовалась и была очень благодарна своей поддержке, что люди столько научились. Это все было благодаря им, потому что одной я вообще не смогла бы это сделать. Поэтому спасибо большое всем, кто поддерживал меня. Я собирала людей, потому что я хотела сделать масштабный максимально концерт и хотела показать людям энергию Кореи, и поэтому я собирала всех своих знакомых, друзей и потом новых ребят тоже. И, конечно, у нас тренировки были жесткие, потому что было очень трудно синхронно танцевать или готовиться, но я думаю, это этого стоило. Каждой участнице также была присуждена номинация и подарены ценные призы от спонсоров конкурса. Лиана Михайлова, Владивосток.